эфире? Да. Что-то у меня нет. Подожди. Я не вижу. Подожди и... Так, ну что, друзья, вроде бы 13 человек в эфире, да? Добрый вечер всем. Татьяна Павловна пишет, что доброго времени суток всем, здравствуйте, всем добра. Так. Напишите, слышно ли меня, видно ли меня. Ма, ты забыла про микрофон. Он снизу у тебя лежит. Сейчас буду шуметь, наверное, да? Скажи сейчас что-нибудь. Так, слышно меня? Рима, Лейла, очень скучаю, когда тебя долго нет. Салам из Чечни. Любимая Лейла причем. Так, спасибо большое, Рима. Ты моя подписчица, которая постоянно комментирует, и комментарии очень хорошие. Я Риасхалха. Так, Гульбахор Рахметбаева. Здравствуйте, всем желаю здоровья, счастья, много хороших новостей. Спасибо. Зинаида Копьева, просто женщина. Я здесь, слышно. Добрый вечер, Зиночка. Это моя подруга, девочки. Если что, заходите к ней на канал. Зинаида Копьева, просто женщина. Я ее сама очень обожаю. Мы любим друг друга, мы уважаем друг друга, мы общаемся не просто по каналам, но и в личке. У нее очень хороший канал. Посмотрите, зайдите, друзья. Натали, добрый вечер из Краснодарского края. Добрый вечер. Ирина Гаврюшкина. Добрый вечер, дорогая Лелочка. Очень рада тебя видеть. Все слышно и видно. Привет, Ибрагим. Привет всем. Добрый вечер, Ирина. Ирина моя, с первых дней моя подписчица тоже. Постоянная, подруга. Мы в личке тоже общаемся. Постоянно пишет мне хорошие комментарии. Татьяна Костенко, добрый вечер, Лила, всем здоровья, вас слышно. Спасибо, Танечка. Так, Лена Макарова, всем доброго вечера, очень ждали ваши ролики, спасибо вам. Спасибо. Ольга Голицына, здравствуйте, Лила, привет чату. Так, друзья, приветствиями. Давайте как-то, вы знаете, я не могу войти в колею и начинать снимать снова из-за того, что был большой перерыв, из-за того, что было много у меня так упущено всего. Каждый день собираюсь снимать, но что-то не снимаю. Давайте какие-то вопросы, задавайте вопросы. У меня вообще-то под роликом, где свадьба, есть много вопросов. Может быть, кого-то еще интересует, чтобы я вам просто так рассказала. Как-то сделаем на этот чат, наверное, более интересным, вопрос-ответ или еще что-то. Вчера хотела выйти в эфир, но у меня сел голос, вообще не в голосовые связки, я не знаю, что это было. Сейчас тоже я не очень-то хорошо, иногда бывает, что пропадает голос, так что вы меня извините, если что. Но мне захотелось с вами все-таки пообщаться. Так, Гураба Нашири, так, здравствуйте. Зина пишет, Зина Копьева, Лелочка, ты очень худенькая, привет Ибрагиму. Да я не очень-то худенькая, Зин. Фаина, всем добрый вечер, всем здоровья, люблю смотреть Лейлу, спасибо. Ирина Григорьевна, добрый вечер, приятно вас видеть, доброго здравия, ваши блоги добрые и позитивные, спасибо. Так, Ирина, Лейла, ты простыла. Так, почему у них ключи, Ибрагим, уже у второго человека? Это ты сам? Так, Ибрагим, а что за ник у тебя такой интересный? Я, в принципе, нет, я не простыла, я не пойму, просто голосовые связки. Вчера вообще меня не было слышно, практически, что это такое, я не пойму. Татьяна, Лелочка, рад тебя видеть, хорошо выглядишь, хочется увидеть твоих внучат, детей. Так, Лейла, там все невесты в национальных платьях бывают. Нет, Рима, не все, бывают и в таких европейских платьях.
А, Но я их не люблю, если честно. Мне нравится, чтобы наши невесты были в национальных нарядах. Асма Албакова, Сердик Хилшин, Лейла, Ахил Сердик. Татьяна Павлова, как девочки, как Аиша. Ничего, у них все нормально. Просто пока уже сколько... Ну, и недели нет, как Мадина. Мы на свадьбе с Мадиной вместе были, да, получается, скоро неделя. Мадина здесь была как раз. Ничего, нормально. Скоро приедут снова. Таужан Албакова, Сердик Хелшин, Лейла, добрый вечер, добрые друзья. Дал Сердик Юльха, Таужан Маршо Ольха. Так... Салпагарова, по-моему, да, подарила ковров, буду делать сыр, и пришло уведомление. Лела, вот как будто ты у меня дома уже не скучно. Спасибо большое. Я тоже только что подоила свою телочку и прибежала, помолилась, успела все сделать к эфиру. Корова еще у меня не отелилась, к сожалению, но первотелочку я все-таки немножко выдаиваю. Пустили под него теленочка. Погода сегодня была, друзья, девочки, очень у нас такая солнечная, приятная, весенняя, пахло весной. А то дожди уже неделю, беспробудные дожди. Нарифа Юлой, как велела, как здоровье? Хорошо, алхамдулилла, все хорошо. Так, Зуля, Хамух Юсанюш, Судзе, Зулишкаю. Ничего, нормально, хорошо. Алевтина, всем привет из Нижегородской области. Лариса Кондракова, Лейла, добрый вечер. Можно спросить, вы кто по национальности? Приятно вас слушать. Я ингушка. Ирина Гавришкина, как мама? Мама хорошо, алхамдулилла, все хорошо у нее. Так, Нарифа Евлой, Лейла, вообще вас не слышно. Меня не слышно? Слышно. Сейчас. Девочки, скажите, меня слышно? Вроде бы говорили, слышно. Так, Юлия Сафронова, как назвали теленка? Да чтобы ему было проще, Джабраил, сын мой, назвал его Мишкой. Слышно? Так, Наталья Ивановна, добрый вечер. Добрый вечер. Алевтина слышно хорошо. Ирина слышно очень хорошо. Асма слышно хорошо. Ну, значит, всем слышно. Значит, у вас, Нарифа, что-то с вашим аппаратом. Всем слышно. Таужан Федеждуша, как у вас там дела? Ты, по-моему, ничего не выпускаешь или у меня не выходит уведомление? Не снимаешь ничего? Наталья Иванова, хорошо слышно. Так, что-то я своих девочек не вижу. Может, они не уведомления, я не успела их предупредить. Так, в чате 93 человека, а лайка только 2. Лайков больше. Да я не вижу. Да, 26 лайков. Так, Ирина говоришь, Лейла, заказ все еще делаешь? Делаю, но после праздников обычно бывает затишье. Так, понемножечку. Сегодня 15 лепешек сделала, и сейчас после эфира мне нужно еще манты налепить. Так что эфир, наверное, будет где-то час, не больше. Что-то дома я не успела, ой, дома говорю, днем не успела. Уборкой занималась. Так, Яна, да, по-моему, добрый вечер. Лейла, процветание любимой Ингушетии. Спасибо. Тоже Андреа Рейс Халхалидов, видимо, уведомление не приходит. Серьезно, ты снимаешь? Нет, ни разу ко мне уведомление не пришло. Надо будет посмотреть. Так, Натали Таро, добрый вечер всем. Добрый вечер. Алевтина, как слышу Ибрашку, вспоминаю про сгущенку. К сожалению, сегодня у него сгущенки нет. Наталья Ивановна, хотела вас спросить, сколько из 1 килограмма фарша выходит пельменей? 3 килограмма. Иногда с натяжкой, иногда так. Ну, в 3 примерно, да.
Иногда бывает чуть-чуть побольше. Но это крайне редко. Так. Лейла, так, Грейзи, что там? Футбол, что ли? Грейзи футбол? Я правильно читаю? Crazy футбол. Правильно же я прочитала? Лейла, а какую бы вы хотели невесту для Ибрагима? И принципиально ли для вас, чтобы это была ингушка? В принципе, принципиально. Не знаю. Рима, слышно просто тиховато. Так, ну, наверное, из-за того, что у меня еще голос сиплый. Милена Сердик, Хелшин, Лейла, как ваша диета? Так, моя диета. Я, девочки, сошла с диеты. Это когда получается? Ноябрь, декабрь, январь. Да, с февраля месяца. Февраль, март, апрель я не была на правильном питании. Ну и как бы вам сказать. Но из-за того, что я в авральном режиме работала, я прибавляла так, полкило прибавлю, опять убавлю и в этом плане. Но вот последние 2 недели я начала прибавлять прям хорошо-хорошо. И со вчерашнего дня я участвую уже в марафоне, потому что прибавила за 10 дней аж 3 килограмма. И все-таки пошла еще раз на марафон, потому что каждый день собиралась. Вот сегодня я начну с правильным питанием. Вот сегодня не буду есть хлеб. Но опять подсела на белый хлеб, на чай с сахаром, ну, короче, на мучное, на все. И вес пошел. И вот со вчерашнего дня я снова на правильном питании. Ну, прибавила пока только 3 килограмма, поэтому сразу решила взять себя в руки. Так, дальше что? Так, Алевтина Былушкина. Очень нравится ваш канал смотреть. Вы такая добрая, красивая, замечательная. Спасибо большое. Света просит. Добрый вечер, Лейла. Рада вас видеть и слышать. Всех вам благ, процветания канала и всем здоровья. Спасибо огромное, Света. Так, Наталья Ивановна, спасибо за ответ. Таужан тоже хотела узнать о диете. Лида, дорогая Лила, мне 50 лет, и наконец-то у меня манты получились такие, как всегда хотелось. А готовлю с 12 лет. Тесто по вашему рецепту делала, грамм в грамм. Здоровья вашим рукам. Я очень рада. Милена, и если не секрет, сколько скинули? 13 килограмм. Наталья Зубкова, добрый вечер, Лила, мира, добра и благополучия. Очень рада встрече, скучаю без ваших видео. Так, Грейзи футбол, да? Но ведь в исламе даже можно брать в жены неверующую, главное показать ей ислам с лучшей стороны, и чтобы ей самой захотелось его принять к сердцу. А в исламе, да, можно. Но, ну, как бы вам сказать, я не хочу эту тему так и затрагивать глубоко. Но просто по даже, как бы вам сказать, по менталитету нашему, ингушскому, скажем так, не по мусульманскому, а просто по ингушскому менталитету у нас, в принципе, не то, что там ну, очень мало кто женат на другой национальности. Ну, конечно, женат. Но если уж так ему будет угодно, пускай женится. Мне, в принципе, все равно, лишь бы был человек хороший. Но нежелательно, скажу честно. Так, Лейла, вы пьете чай без сахара, а чем вы заменяете сахар? Чай без сахара ничем, иногда сухофруктами. Иногда черный шоколад, просто я его, правда, не люблю, но если очень уж хочется сладкого, то кусочек черного шоколада. Ну вот вы сами ответили на ваш вопрос. Возможно, из-за ваших традиций. Да, в принципе, да. Так, Надежда, добрый вечер. Можно роликов почаще? Постараюсь. Вот именно я хочу как-то войти в колею и начать. Просто после праздника, после этой готовки, у меня же, вы знаете, что 2 месяца работала действительно в авральном режиме, без перерыва. Даже вот сейчас, после всего этого, мне иногда кажется, что вот эти 2 месяца, что я работала, месяц Рамадана, и перед этим месяцем у меня был очень загружен постоянными заказами, причем в день по 2 и по 3 заказа. Я практически спала, наверное, каждые сутки не больше 3 часов иногда.
действительно работала очень много, и вот эти вот 2 месяца как будто выпали из моей жизни. И сейчас я как-то даже не могу еще вот перестроиться, потому что каждый раз, ложась вечером, думала, вот завтра надо это сделать, это надо приготовить. Даже вот я себя ловлю на мысли, что сейчас, ну, на данное в это время, несколько дней подряд просыпаюсь от такой мысли. Раз испугалась, что, ой, неужели я проспала? Думаю, и что же мне надо было делать? А потом вспоминаю, да ничего мне не надо делать. Ну, даже вот до такой степени я дошла, что уже ложась, думала, что я не успела сегодня приготовить то, что там нужно было, подготовиться. И ложилась, и вставать утром, или иногда даже вот на утренний намаз встала, все, больше не ложилась, а это уже в 4 часа, сейчас уже 3 с лишним. Поэтому мне нужно как-то перестроиться, не могу перестроиться, даже вот по хозяйству, по дому, и все же делалось по-быстрому, как бы иногда ничего не делалось даже, иногда могла и неделю не пыль вытирать, не полы помыть, ничего не делать, просто готовить, готовить и готовить. Сейчас потихонечку прихожу в свое русло, и поэтому и снимать нужно как-то тоже начать. Я же говорю, уже 3-й день. Думаю, вот, ну вот сейчас начну снимать, ну вот сегодня сниму, и никак не получается. У меня вот такое бывает, что если я постоянно не снимаю, я не могу начать съемку. Надо как-то настроиться и это сделать. Так что вот так вот. Так. Менталитет не самое важное. Может быть, может быть. Тоже, моя сестра тоже говорит, по способу Лейлы у нее все получается отлично. Так, уют в доме Эмили. Добрый вечер, Лилочка. Как рада тебя видеть и слышать. Эмили, моя дорогая, я тебя тоже очень рада. Но я тебя не вижу, но рада, что ты ко мне зашла. Девочки, уют в доме Эмили тоже очень хорошая девочка. У нее свой канал. Заходите, посмотрите ее. Мы с ней, можно сказать, с первых дней нашего ютуберства были в одной группе. Короче, прошли много чего с ней вместе. Но она молоденькая девочка. Ну, девочка, женщина. Мама 3 сыновей. Милена, старшего сына женить не собираюсь. Да я бы хоть сегодня женила. Но что-то мои сыновья категорически пока отказываются жениться. Я уже не знаю, что им делать. Татьяна Павловна, Лейла, как ваша сестра? Как ее здоровье? Спасибо, Татьяна. Ничего, по крайней мере, не хуже. Держится пока. Тоже, Аня, еще чуть-чуть, и решится судьба Ибрагима. Так, явно Грейзи Футбол, наверное, собирается замуж за моего Ибрагима, как я вижу. Вопросы прям сыплются. Простите, еще один вопрос. Вы бы были против, если бы младший сын женился бы раньше старшего? Я не против. И да, кому так очень яро интересно хочется именно эту тему развить, оба моих старших сына заявляют, если хотите, чтобы была в доме невеста, жените Ибрагима. Так что братья не против, я тем более. Но учтите, если выйдет за Ибрагима, то уж невесте придется многое терпеть. Все в твоих руках? Да, так. Наталья Зубкова, здоровья и мира всем. Так, а вы за мной случайно не следите? Ты не знаешь, кто писал, что ли? Я думала, ты знаешь. Асия, Лейла Сердик Хелха. Дал Сердик Юльха Аси. Рима, ты мудрая, истинная войнахская женщина, Лейла. Если бы такие снохи, это мечта любой мамы. Спасибо, Римчик, спасибо. Девочки, я шучу. В принципе, что бы мы ни говорили, женится, ширус доллар, кому будет так предначертано, на ком женится, когда женится. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы моя сноха была хорошей девочкой, чтобы она меня понимала, чтобы мы друг друга понимали, какой бы национальности она не была. Это не важно, действительно не очень важно. Ну, конечно, бы хотелось мне, чтобы мои снохи были моей национальности. По крайней мере, это было бы и ей проще, и нам проще. Ну, а так, как у нас говорят, как карта ляжет. Будет она другой национальности, лишь бы она действительно приняла ислам, лишь бы она приняла действительно традиции, по крайней мере, моей семьи, традиции ингушского народа. Я их очень чту.
Вы сами можете это, наверное, уже заметили, что я действительно, я не националистка, но я чту свои традиции, свои обычаи, хочу их поддерживать, не хочу, чтобы все наши традиции, которые были издавна, шли, чтобы они исчезли, чтобы кто-то, ну, чтобы у нас как нация, как национальность мы не исчезли. Я люблю свой народ, я люблю всех, я люблю свой народ тоже. Так, Лейла, здравствуйте. Всегда нравится, когда вы показываете Заки, да, свою маму. Она такие хорошие слова желает. Очень хочу поблагодарить вашу маму. Здоровья и крепкого и долгих лет. Спасибо. Спасибо большое. Алтын Казбеков, добрый вечер. Вы прекрасная женщина. С удовольствием смотрю ваши видео. Все по-домашнему, по-доброму. Спасибо. Павел Немоляев, добрый вечер. Какой красивый поток. Спасибо большое, Павел. Я очень рада вас видеть у себя на эфире. Огромное вам спасибо. Павел Немоляев, блогер тоже. Вернее, он блогер, я тоже блогер. Можно сказать, хороший мой приятель. Мы с ним когда-то и общались и в личку, но мы давно сейчас не общаемся. У него тоже очень интересный канал, именно про хозяйство. У него огромное хозяйство, многому можно у него научиться. Интересный канал, тоже зайдите, посмотрите. Спасибо еще раз, Павел, что зашли ко мне. Так, Елена, привет из Калмыкии, здравствуйте. Так, Лейла, Сердикюль, да, Сердикюль, ха. Уют в доме Эмили. У такой достойной женщины дети воспитанные и трудолюбивые. Причем и ребята у тебя с золотыми руками. Девочки хозяйственные с золотыми руками. Спасибо, Эмили, спасибо большое. Так, Мадо, Лейла, у вас ни минуты покоя, вам отдых нужен, ведь здоровье важнее всего, ведь жизнь неинтересна, если не будет здоровья. Ну, это тоже, да. Так, Лида, Лейла, найдете такую хорошую девочку, то спросите, нет ли у нее сестренок. У меня тоже двое неженатых. Так, уют в доме Эмили. Так что антиреклама Ибрагима не пройдет. Тоже антиреклама. Вейси Эдиш. Лок Ацан. Ответ дал Сидо Диаресхл. Тоже Диаресхл. Так, Лейла Сердикева, могу жмяш дахалт, док барк, цибилхош гоз адахар хылла, диалресхл. Спасибо большое. Так, Павел, а я все вспоминаю ваш рассказ, как вы огурцы выращивали и перевозили за рулем, как вижу огурцы, вас вспоминаю. Спасибо, Павел, да, это было очень интересно, особенно, что я не умела заднюю скорость снимать, да? Так говорится, снимать улицу? Что снимать? Ну, в машине заднюю скорость. Контекст этого. Ну вот я не умела, я водила машину, но я не умела, снимать же, говорится, я не умела, включать заднюю скорость. Мне это самой бывает смешно. Я доезжала до перекрестка, где нужно было переехать дорогу, и переезжать дорогу тоже боялась. Рядом с мамой, ну, рядом с нашей торговой точкой стоял мужчина, я доезжала до него, он переводил меня через дорогу, это было вообще-то смешно очень. Но потом меня научили и заднюю скорость снимать, и дорогу переезжать. Были хорошие времена, Павел. Тогда, конечно, для меня это было очень странно. Но больше уже я за руль не садилась. Но у меня было так, с таким условием я села, что когда мальчики приедут домой, что я больше за руль не сяду. Условия я выполнила. В этом году я, наверное, не буду ни огурцов, ничего сажать, мне так кажется. Так, Любовь Кравченко. Добрый вечер, Лилушка. Открываю телефон, и что вижу? Наш долгожданный ведет стрим. Желаю почаще видеть вас и слушать вашу речь. И вообще нам не хватает общения с вами. Привет Ибрагиму и всем родным. Спасибо большое, Люб. Спасибо, Любочка. Спасибо, девочки. Надо вот потихонечку действительно входить в колею. И общение, и снимать. Иногда и лень бывает, если честно. У меня вообще загруженная тоже эта неделя, следующая неделя тем более. У нас свадьбы. Сезон свадеб начался. В это воскресенье мне нужно аж на 3 свадьбы поехать.
В следующее воскресенье у меня свадьба опять племянника мужа, другой заловки сын женится. Там для них я уже буду готовить здесь полностью свадебное меню, свадебная готовка будет на мне и на Тензиле. Полностью мы сделаем у нас, тот раз мы делали у них, готовили прямо там у заловки, а на этот раз здесь у меня мы все приготовим и отвезем. Буквально все, и салаты, и мясное, короче, все, кроме горячих блюд. Да, и вы знаете, там у меня идут вопросы, некоторые спрашивают, что, не то, что спрашивают, одна написала, что ну, много мясного, но все в холодном виде. Друзья, у нас то, что вот стоит в холодном виде, стоит, подается обязательно горячее мясо, баранина, говядина в горячем виде, вареное, это у нас обязательное блюдо, можно сказать, без него никакое наше мероприятие не проходит, что бы на столе ни стояло, там жареное, печеное, копченое, горячее отварное мясо у нас должно быть обязательно. Оно подается только после того, как гости садятся за стол. Отварное мясо, наша ингушская подлива картофельная, кто не хочет подливу, бульон просто, это в обязательном порядке. Иногда бывает, что ну, не всегда, но в основном и стараются, чтобы там голубцы, тефтели, вот такие вот блюда тоже подавались в горячем виде. А остальное все стоит уже на столе. Потому что очень много гостей, все в горячем виде ставить, конечно, не получится. Но вот эти вот блюда у нас обязательно подаются в горячем виде. И поэтому мясное в горячем виде тоже у нас есть. Так, что дальше? Ирина Григорьевна, где учится старший внук? В школе еще. Он решил, хотел пойти в колледж, в котором же учится Ибрагим, но решил пойти в 10 класс. 10 или 11 он идет? 10. Так, Лейла, у вас очень воспитанные дети, девочки трудолюбивые, мальчики очень уважительные. Скажите, пожалуйста, как вы так смогли воспитать детей? Я не знаю. Лида, я включаю ваши ролики и слушаю фоном, а сама на кухне что-то делаю. Вы успокаиваете и мотивируете. И было очень интересно узнать про ваши традиции. Спасибо большое. Павел, очень трудно входить в колею съемок. Навык уходит моментально, да. И слова теряются, и язык заплетается, все нервирует. Сам давно не снимал, вчера снял ролик про поездку в Питер. И никак. Это точно, я не знаю. Вот видите, значит, и у вас тоже, Павел, то же самое. Я думала, в принципе, только у меня. Как только на какое-то время не снимаешь, даже хуже, чем в начале, когда ты начинал снимать, получается. Вот именно. Это правда. А я сейчас никого не смотрела, я даже не знаю, Павел, вы снимали или не снимали. Я не успевала даже заходить на свой канал, даже смотреть, что там, потому что действительно готовила в авральном режиме. Да еще у меня весь этот месяц Рамадан со мной готовила же Мадина, а с ней и ее дети, так это вообще, вы просто не представляете, что это было. Потому что и дети и плачут, и за ними и смотреть надо, и готовка, и мы сами держали пост, и вечером разговляться. Короче, вообще был кошмарный месяц, конечно. Но сейчас, в принципе, да, говорите, что нужно отдохнуть. По идее, в принципе, я сейчас, конечно, отдыхаю, больше отдыхаю. Но, тем не менее, работы все равно много. Когда в доме только мужчины, сами понимаете, что все нужно делать самой. Хотя мне в последнее время очень помогают мальчики. Грех жаловаться, что Ибрагим, что Джабраил. Правда, старший нет, потому что он практически все время на работе. То на своей работе, то он нас таксует. Поэтому его почти не бывает дома. А так Джабраил с Ибрагимом мне помогают по дому, по хозяйству, по дому. В этом году картошку полностью оба сами посадили. Так. София Мавропола. Так, ну, наконец-то мои девочки со мной. Добрый вечер. Я опоздала на прямой эфир. София, по-моему, наши не знают, что я никого не вижу. Предупреди, я не успела предупредить. Так, уйду, Эмили, переключать. Что переключать? Эмили, я не поняла. Наверное, я не поняла фразу, да?
Жанна Галиулина. Хочу вас поблагодарить за рецепт мант и за обзор тестораскатки. Купила по вашей рекомендации и по вашим рецептам, заказов много. Рахмет, я очень рада. Я очень рада, когда девочки, действительно, мне очень много девочек в личку благодарят именно и за рецепт теста, за рецепт мант, за эту тестораскатку. Хотя первое время меня очень нервировало это тестомес, эта тестораскатка, потому что мой WhatsApp был просто завален зелеными этими галочками. Спрашивали, где можно купить. Но уже потом я уже привыкла к этому и начала. Ну, отвечала я всем, что откуда, как можно купить, и наши местные, и с сайтов, каких можно было купить. Потом каждая из них отвечала, что купила, и отвечали, что благодарны. Я рада, что все-таки хоть кому-то помогла, и много девочек пишут в личку, что благодаря моим роликам много девочек, женщин, которые начали заниматься этой работой, что это для них подспорье, поэтому мне это очень радостно. Мама на пенсии. Здравствуйте, уважаемая Лейла. Расскажите о своем питании сейчас. Трудно ли все соблюдать? Так, Таужан Албаков. Лейла бистя алхейл. Хороших тебе результатов. Спасибо. Диарес хохна Таужан бистя алхейлха. Правильное питание, в принципе, не очень трудно. Если бы не было соблазнов, если бы еще я круглыми сутками не была на кухне, это вообще не сложно. Но вот первую недельку еще немножко бывает трудновато. Все-таки нет-нет, да хочется чего-то взять. Да и опять-таки я говорю, если это все не на кухне, если вы не целый день не на кухне, это вообще не сложно. Потому что блюда очень сытные, во-первых, много овощей, и как бы интересные даже вот блюда как-то сытные, интересные, вкусные, и поэтому не очень-то. Даже я после того, как вот сидела 3 месяца на марафоне, была на правильном питании, потом, когда я уже начала что-то подъедать, да, я на многие вещи у меня потеряли вкус какой-то, вот, ну, именно не ППшные. Вкус сахара совсем изменился. Вот чай с сахаром, я совершенно его не хочу. Не понимаю даже, вот если я хоть и пила чай с сахаром, да, вот я с правильного питания, когда сошла, я пила чай с сахаром, обычно в прикуску я всегда пью чай с сахаром. Но вот как раньше какого-то вот насыщения или наслаждения от этого я не получала. Даже вот без сахара мне чай сейчас кажется вкуснее. Раньше я могла выпить просто вот слабенький чай, практически без заварки. А сейчас я начала понимать именно вкус чая. Я начала пить более темный чай, но не совсем черный, но тем не менее. И покупаю чаи такие, вот, знаете, не ароматизированные, а вот именно с добавками, с разными, с травами, с чем-то. Вот вкусные чаи. И поэтому интереснее пить его просто так, без ничего даже. Так, Мадо. Лейла, перед Мархаш недавно вы в Чермен приезжали мясо покупать или это не вы были? Нет, в Чермене мясо я не покупала. Жанна, я на Валберес купила удобная тестораскатка. Всем рекомендую, да, очень хорошая. Езира, добрый вечер, Лелушка, рада видеть тебя, как мама, как здоровье у нее. Езира, я тебя тоже очень рада видеть. Как у тебя дела, как твои детки там, как твоя мама? Ничего, все у нас тоже хорошо. Мы давно с тобой не общаемся. Так, София, нет, не знаю. Да, я так и поняла, я не успела им написать. Диана, Лейла, а у вас по обычаям, когда переезжают женатые сыновья? Вы имеете в виду, переезжают отдельно жить, да? И как бы вы отнеслись к желанию переезда сына? Ну, обычно, знаете как, переезжают, когда хотят, по идее. У нас как, родителей одних никогда не оставляют. Один сын со своей семьей должен остаться с родителями. Раньше это обычно происходило, это был младший сын, обязательно как-то, да.
Но в последнее время это все у нас начало как-то немножко по-другому меняться. Сейчас может остаться и старший, может остаться средний, может остаться младший. Как-то это делается, наверное, на семейном совете, кто хочет оставаться, с кем хотят остаться родители. Поэтому если, например, есть возможность им отделиться любому, например, старший женился, и он хочет отделиться, и он может это сделать в любое время, если есть ему куда. Может отделиться средний сын, например, двое сразу женаты, отделяется средний сын. Как хотят, по-любому. Кому это позволяет возможность. Ну и, наверное, просто пока у меня не женаты, и я не знаю, как это происходит у людей, наверное, как-то советуются между родителями, между собой какой-то разговор происходит, и они отделяются. Я, в принципе, я им уже давно сказала, я согласна на данный момент, вот как я себя сейчас чувствую, если бы они женились, честно просто вам скажу, на сегодняшний день, если бы женились все моих 3 сына, я с удовольствием бы их сразу всех 3 бы отделила и жила бы пока одна, пока я здорова. А потом, когда... А если каждый по отдельности? В смысле? Ну, один женат, И? один типа может переехать. Конечно, пускай хоть сегодня женится и отделяется. Я просто за. Хоть 1, хоть 2, хоть 3. Поэтому я говорю, все 3, если бы даже вы женились и отделились, я сегодня согласна. На данный момент мне, в принципе, никто не нужен. Я сама могу сейчас и управляться, и жить, и все. Но если я буду совсем старенькой старушкой, кто-то, наверное, за мной посмотрит из 3. Так что я только за, если они женятся и будут себе самостоятельно жить. Так, Рима что-то не слышит. Я не знаю, Римочка, почему ты не слышишь? Все слышат. Так, налетели мошки на свет. У нас что-то открыто, окно вроде бы закрыто. Так, Наталья Андреевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про свадьбы, застолье после ЗАГСа или просто никях. Так, Любовь Краль, Лейла, а как вкусно потушить баранину? Очень прошу, сделайте видео. Вы знаете, я очень редко, конечно, готовлю баранину, но посмотрим. Диана Анкудникова. А с кем бы вы хотели жить, если не секрет? Вы знаете, в принципе, из сыновей я не могу отделить хоть одного, с кем бы я не хотела жить. А вот именно уже после женитьбы, с кем бы я хотела жить, вот только тогда могу сказать, потому что сыновей я люблю одинаково, вроде бы и меня сыновья любят одинаково. Но когда женится, какая сноха меня будет больше любить, с теми... Слушай, что это налетело? Какие-то... Как будто с крылышками муравьи. Ну, сезон. А там уже посмотрим, какая сноха захочет со мной жить или я с какой снохой. Мне без разницы, в принципе, мне без разницы, лишь бы меня понимали. Так, насчет застолий, да, и свадеб. Свадьба у нас, конечно, делается никях на свадьбе. Никях делается отдельно у девушки и отдельно у парня. Ну как отдельно? Когда к невесте едут за невестой, там у нее делают никях в тот день, в день свадьбы, а жених у себя дома, ему делают отдельно, как бы, да, в тот же день. ЗАГС у нас, в принципе, роспись в ЗАГСе как-то, как там, ни застольем, никаким отмечанием не отмечается. После никяха свадьба в этот день, значит, никях в этот день. А зарегистрироваться в ЗАГСе они могут через неделю, через 2, через месяц, как получается. Это для нас не принципиально. Если даже вообще нет регистрации в ЗАГСе, в принципе, по большому счету, никакого значения не имеет. Ну, конечно, расписываются по-любому, как бы это... Жители России, они же должны расписаться, роспись есть, потому что и дети рождаются, и в этом плане все равно регистрация в ЗАГСе нужна. Но по исламу она не имеет никакого значения. Поэтому как-то так у нас не отмечается роспись в ЗАГСе. Просто когда им удобно, когда есть время, идут и расписываются, и все. Вот так вот.
София, невестка, которая будет жить с нашей Лейлой, будет самой счастливой. Хотелось бы. Любовь Кравченко. Лейла, вы не отвечаете на вопрос, как воспитали таких детей трудом, они же вместе с вами работали. Вот и воспитание, личный пример, это самое лучшее, что есть в воспитании детей. Ну, наверное, я даже не знаю. Любовь Кравченко. Если родители ленятся, то и дети вырастут такими. Ну, я так, в принципе, так и хотела сначала сказать. Не просто на моем личном примере, а на примере мамы моей, потому что она с нами практически последние, сколько лет, 20 уже практически с нами. На примере мамы, на примере отца своего, на примере родственников наших, потому что все наши родственники тоже и трудолюбивые, и доброжелательные, и, как бы сказать, правильные. Может быть, просто действительно на примере, наверное. Правильно вы сказали. Так, Мадо, Лейла, когда мой сын старший переезжал со своей семьей, у меня случился мини-инсульт. Это не передать словами. Я неделю сидела, плакала в огороде. Живем мы в одном селе. Почему так? Пускай живут. Мне, если честно, действительно, мне хочется, чтобы они жили отдельно. Я вообще сторонник того, чтобы в первое время, особенно в первое время, молодожены жили сами, хотя бы полгода. Вот просто это мое мнение, не сегодняшнее, не вчерашнее, вот давным-давно, еще с моей молодости. Мне кажется, что молодожены все-таки должны жить первые полгодика хотя бы отдельно, а потом уже пускай с родителями. Потому что у нас практически, ну сейчас-то не знают друг друга, но в наши времена мы практически не знаем друг друга и выходим замуж за незнакомого человека, и и семья незнакомая, и человек незнакомый. Поэтому сложновато бывает и привыкать, и притираться, и все такое. Поэтому мне всегда казалось, ну это мое личное мое мнение, я не знаю, я не спорю ни с кем. Мне и тогда казалось, и сейчас кажется, что молодожены все-таки в первое время лучше бы жить отдельно. Конечно, приезжать к родителям, быть с ними, но все равно жить отдельно. Так, Нина Баскова. Лейлочка, вас не любить невозможно. Вы очень добрая и положительная женщина. Процветание вашему каналу, вашим детям и внукам, и вашей маме. Крепкого здоровья. Спасибо большое. Огромное-огромное спасибо. Нина, я что-то давно вас не видела у себя в комментариях, по-моему. Спасибо большое. Татьяна. Лейла, скажите, а у невесты есть подружка, которая бывает с ней на свадьбе? Или никто из подруг на свадьбе не бывает? У нас нет. У нас только невесту везут. У чеченцев едет подруга, а у нас нет. Ни подруги, никого. Вот. А вот у чеченцев, да, или подруга, или сестра, кто-то обязательно, одна из женщин едет с ней. У нас нет. А если после полгода они не захотят сами переехать обратно, ну и пусть живут тогда сами. Но это мое мнение. Пускай живут. Так, Жариат, Лейла, с большим удовольствием я смотрю вас. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо. Вам тоже здоровья. Спасибо большое. Я же вам говорю, я не против, чтобы они жили отдельно. Если русская читает никях с мусульманином, обязательно ли менять веру? Конечно. Как она спросила? Если русская читает никях с мусульманином, обязательно ли менять веру? Никях с не с мусульманкой же не сделают, если она ислам не примет. По-моему, да. Должны вроде принять, потому что... Если даже она не не взяла ислам? Бывают браки, где не мусульманки живут даже годами с мусульманином и только потом принимают ислам. И делают никях им?
Живут-то живут, Это я не а знаю. вот я тоже не знаю. Я вам не могу Но точно. жить вместе тоже нельзя без никак. Я вот точно вам не отвечу, если честно, если я как-то не знаю. Но мне кажется, все-таки не надо менять веру, если делать никях. Но опять-таки не знаю, простите, пожалуйста. Наталья Санкина, вы очень скромная женщина, я вас уважаю. Спасибо большое. Это надо будет спросить. Муллу спросить надо будет. Делают ли никях с немусульманином или с мусульманином. Диана, а если в другой город переедут и будут там жить, но будут приезжать к вам, да пускай едут, пускай живут и в другом городе, и в другой стране, лишь бы они жили нормально, были счастливы. Лила, спасибо большое, Татьяна Костенко. Только очень сложно остаться сразу и одной с родственниками мужа. Это очень сложно. Да, это очень сложно, Анна. Я и говорю, это очень сложно. Действительно, это очень сложно. Так, Саида. Лейла Далдок Хастхан. Диаресху. Спасибо. Так, Хадижат Мальсагова. Лейла Седик Хелха. Здесь Ибрагим прав. Мужчине, мусульманину дозволено жениться на иноверке, и она не обязана менять веру, потому что нет принуждения в религии. Ну вот, видите, вам ответили. Я не знала. Диаресху. Спасибо, Хадижат. Так, Ибрашка, закрой эту дверь, а? Они летают или... Закрыл? Летающие муравьи. Не знаю, как они называются. На свет летят, у меня эта лампа стоит. Так, Диана, вы задаете такие вопросы, как потенциальная невестка. Ирина Григорьевна Рулет, которая готовит Танзила шедевр. Жанна Галиловна, у вас 2 дочки и 3 сына, или я ошибаюсь? Да, у меня 2 дочки и 3 сына. Так, еще кто-то пишет. Диана, вы невестой Лилы хотите стать? Ну, вы знаете, если вы хотите выйти замуж за мусульманина, почему бы и не поменять веру, по идее? Или это тоже для вас принципиально, веру не менять? В принципе, да. Каждый хочет остаться в своей вере. Лилия, добрый вечер, золотаюшка, труженица и самая добрая и порядочная женщина. Спасибо, что вы есть. Здоровья и только здоровья вам и вашим родным. Спасибо. Я так подумала, пишет София. Заки, Лейла, я тоже хотела жить отдельно после свадьбы, но прожив со свекровью 15 лет, я поменяла свое мнение, так как, живя со свекровью, учишься многому, и у старшего поколения я благодарна своей свекрови. Анжела, здравствуйте, Лила. Если кто-то из ваших сыновей женится на русской, как вы к этому отнесетесь? Так, это меня уже спрашивали. Честно сказать, я даже не знаю, конечно, как бы я к этому отнеслась. Опять-таки я вам скажу, действительно, я бы не хотела, чтобы мои сыновья женились не просто даже на русской, а на другой, любой, на другой национальности. Хотелось бы, конечно, чтобы девочка была своя. Из многих соображений. Это будет и для нее легче, и для меня, ну, не для меня лично, а вообще для нас легче, когда все-таки своей национальности. А так, в принципе, как получится, как Всевышний скажет. Женится так женится, что теперь поделать. У нас много, даже моих родственников, очень много женатых на русских. Мои двоюродные братья даже женаты на русских. И ничего, живут, все нормально, все хорошо, девочки хорошие. Но, как я говорю, это у нас исключение из правил, поэтому не лукавля, я вам говорю, мне бы хотелось, конечно, чтобы мои снохи были ингушками. Ну, а так, в принципе, я говорю, приму хоть кого, хоть какой национальности. Лишь бы это был человек хороший, лишь бы она меня понимала. Мне бы хотелось, конечно, чтобы мы со снохой, со снохами, в принципе, да, были на одной волне, чтобы они меня понимали. Самое главное.
Так, Диана пишет, я такое спрашиваю, потому что я тоже наполовину русская, наполовину ингушка, и мне некоторые традиции не нравятся. Личное мнение, и не знаю, как ужиться со своим мужем из-за традиций. Да. Заки, Лейла и Ибрагим, спасибо вам за прямой эфир. Выходите чаще. Хорошо. Шахноза. Ассаламу алейкум варахматуллахи баракату. Лейла, очень рада видеть, слышать вас. Здоровья вам. Снимайте больше. Скучаю. Привет маме и семье. Валейкум ассалам, Шахноза. Спасибо большое. Постараюсь снимать. Ну, вы знаете, да, действительно, традиций у нас очень много, конечно, и сложных. Если тем более вы русская, например, да, ну, наполовину. Если наполовину русская, то у вас, наверное, мама русская, да? Если папа русский, ой, если папа ингуш, то, в принципе, вам не должно быть сложно. Мне так кажется. Так, Диана пишет. Например, мне не нравятся такие пышные свадьбы, просто деньги на ветер и еще много чего. Это мы тоже со своими сыновьями обсуждали. Так, Ирина Савельева. Привет из Подмосковья. Село Новопетровское. Лейла, здравствуйте. Как хорошо, что есть такие люди, как вы. Желаю вам и вашей большой семье здоровья, счастья, мира и всего самого доброго. Спасибо вам большое. Ольга, а ваши мужчины очень любят русских женщин? Извините. Ну, может быть. Я не спорю. Так, София, девочки, где лайки? Вероника, Лейла, здравствуйте, дорогая моя. Ваши обычаи строже, чем у чеченцев? Мне кажется, да. Знаете как? Не сказать, что строже. Сейчас. У нас... Ну, сейчас азан прозвучит. Так. Где я остановилась? Да, Светлана Квитко, здравствуйте. Лео, здравствуйте. Так, Диана, как по мне, не строже, но их больше в разы. И больше, и строже, по-любому у чеченцев, по-моему, проще. Проще. И законы проще, намного легче.
Так, Лейла пишет, у нас в Чечне девушка другой веры, если выходит замуж за чеченца меняет свою религию, принимает ислам и делает никях. Я как-то не зациклена, ну, не знаю. Чего не знаю, того не знаю, надо будет узнать точно. Наталья, есть такая национальность, у которой теща зятя после свадьбы никогда не встречаются. Это правда? И если да, почему? И как вы к этому относитесь? Это наша национальность. Ингуши не видятся ни с тещей, ни с тестем. Чуть попозже я отвечу, потому что набралось много. Так, Зинаида Копьева, Зина пишет, так хорошо слышно молитву, это как? У нас недалеко мечеть, поэтому слышно хорошо. Дверь, по-моему, открыта у нас все-таки. Нет? Хотя и двери, и окна закрыты. Так, Заки, дай Бог всем здоровья, счастья, мира, мирного неба над головой. Аминь, аминь, аминь. Аминь. Спасибо. София, это у ингушей такой обычай, зять не встречается с тещей и тестем, да. Так, Зинаида, так, Ибрагим отвечает, что мечеть рядом, метров 50. Лейла, у нас одинаковые строгие обычаи и традиции у чеченцев. Нет, Лейла, у вас все-таки у чеченцев чуть-чуть есть проще. Вот даже в том плане, что у вас зять видится с тещей и тестем. Намного проще. Ну как намного? Немного проще. Не намного, но немного проще. Радима Баракаева. Добрый вечер, Лейла. Салам из Чечни. Салам. Елена, здравствуйте, Лейла. Смотрела ваши ролики про свадьбы. Почему-то не все женщины были в платках. Разве не всем положено покрывать голову? Положено всем, но не покрывают. Так, Лейла, желаю удачи тебе от души. Спасибо большое, Смайл Алик, да? Спасибо большое. Так, Акзем, да? Привет вам из Беларуси. Спасибо за ваши ролики. Огромное вам тоже спасибо. У нас не видится, да, и как я отношусь, нормально отношусь, в принципе, да, мне иногда даже бывает странно, когда... Но так, по большому счету, друзья, это чисто не по исламу, а по ингушским, опять-таки, традициям. По исламу они могут видеться. Просто вот издавна ингуши не видятся с тещей и тестем, и это, по моему мнению, правильно. Есть мнение, что неправильно, но, по моему мнению, правильно. Хотя мой муж и моя мама, ну, по стечению обстоятельств видели друг друга. У нас есть кто и видится, но в основном они не видятся. Поэтому и то, что не носят косынки, то это тоже по правилам нужно носить. Но исключение из правил делается. Не носят косынки все. И каждая семья делает это как хочет. Каждый делает как хочет. Никто никого не принуждает. Поэтому, как мне там написали, что менять веру не обязательно, к религии не принуждают. Вот у нас тоже никого не принуждают. Если родители разрешают им ходить непокрытыми, значит, девочки ходят непокрытыми. Так, Диана, Елена, не все христиане ходят в храм, не у всех такая крепкая вера в сердцах. К сожалению, говорят, что верят, а сами-то... Так... Я сама косынку одела в 19 лет, только первый раз. Так, больше нет вопросов. Диана, я приняла ислам, алхамдулиллах, но не сразу. Меня заставили покрыться в детстве, когда я даже не понимала, что это и для чего. Полжизни жила в русском городе. По переезду мне было так некомфортно.
Так, а невесте можно видеться с тестем? Ну, видимо, со свекром. Да, конечно, невеста видится. Светлана, салам алейкум, Лейла. Я вам безмерно благодарна. В общем, все у меня так завертелось, насмотрелась ваших видео, начала готовить, увидели мои статусы, позвонили с собеса, дали соцконтракт на 200 тысяч. Купила. Это что? Валейкум ассалам. Что за соцконтракт? Расскажите, что это такое. Радима, Лейла, здоровья вам и долгих лет. Спасибо. Мария, добрая. Сердик Хелшин, Лейла, добрый вечер. Всем мира, добра, храни вас Аллах. Спасибо. Шунахил, Сердик. Так, Селли, да? Расскажите, свадьбы вашей молодости были интереснее или сейчас? В принципе, они и сейчас, и раньше были, по большому счету, такие же, как сейчас. Ну, чуть-чуть интереснее было, может быть, раньше. Возрастные женщины без хиджаба. Но у нас не все покрылись, не все в хиджабах. Я тоже только 3 года как покрылась. Это тоже зависит от желания человека. Если к этому пришли, значит пришли. Светлана Султани. Купила оборудование, работаю, зарабатываю. Удачи вам. Елена, так, это я прочитала. Ами, ассаламу алейкум из Астрахани. Пусть Аллах дарует вам и вашим родным крепкого здоровья. Ва алейкум ассалам. Пусть вашим тоже. Спасибо большое. Тая Газиева, салам с Чечни, Лила. Аллах, это бойл хая. Это хиберкати дуэл. Диаресхал тая. Наталья Санкина, скажите, пожалуйста, а вы что-нибудь готовите из молозива? Нет, никогда не готовила. Единственное, что, когда еще был жив мой отец, он всегда молозиво кипятил, и ему нравилось вот именно есть творог, который получался от молозива. Я не могу. Первые дни молоко коровы. Нет. Ну вот, отелилась она. Первые дни мы его не едим. Так, это помощь от государства дают как бы на развитие бизнеса безвозмездно. Ой, как хорошо. Вот бы мне тоже дали. Я бы себе цех сделала бы. Здорово. Я рада за вас, Светлана. Рада. Действительно, от души рада. Молодцы. Так, Диана. Елена, у них просто устоялось это с давних пор, и может им сложно принять это. Светлана Султанина, началось все с вас. Я вам очень-очень благодарна. Спасибо большое, Светлана. Я рада. Я очень рада, что у вас что-то получилось. И действительно, благодаря мне тем более. Я очень рада за вас. Так, Ольга Беспалова. Добрый вечер. Всем привет из Ставрополя. Здоровья вам, Лейла, и долгих лет жизни. Спасибо. Вам тоже. Так, Жанна Галюн, а вы вышли замуж по своему выбору или по выбору старших? По выбору старших. Так, Зарган влог, да? Ассаламу алейкум из Финляндии. Ва алейкум ассалам. По выбору старших кого? Ну, скорее мамы, наверное. Она знала их? Ну да. Лера, когда же будет свадьба ваших сыновей? Да, на этот вопрос я не могу вам ответить. Сама бы очень хотела это знать. Не знаю. Я уже, знаете, как ставлю им, если там они хотят там что-то, говорят что-то приготовить или говорят, что я погладила чего-то. Я принципиально говорю, я не буду этого делать. Гладьте сами, готовьте сами и убирайте за собой сами. Прекрати. Может, хоть так смогу их женить, не знаю уже. Это к тем. Это к тем двум. Это что? Это к тем двум. Да, это к тем двум. А сколько им лет? Да им много уже лет. Придет время жениться, Ирина пишет.
Так, старшему 33 уже, второму 30. Уже пора, в принципе, этого женить. Мало. А? Но тебя не женим, Валабай. пока ты не закончишь школу. Ой, вернее, школу. Ого. Колледж. Так, Анна, здравствуйте. Лейла, вы рассаду сеяли или будете покупать? Нет, какая там рассада? Какую рассаду? Мне в этом году не до рассады было даже. У меня огород зарос везде. В палисадниках травы по пояс. Я даже мне уже снимать стыдно будет там. Потому что после праздников дожди, дожди, дожди. И то свадьба у нас еще была. Я не успеваю ничего делать. Нет, я вряд ли даже буду сажать что-то в этом году. Кроме вот картошки. Мне кажется, не будет ничего. Я и в прошлом году вам говорила, что я не буду сажать, потому что хочу дать земле отдохнуть. А сейчас тем более у меня тут сын серьезно занялся сельским хозяйством, короче, скотом крупнорогатым. Мы уже купили 4 телят, 5-й свой. И он выгуливает их и по огороду, и старших, и этих. Мне не кажется, что что-то у меня там выйдет. Хотя он заявляет, если ты там что-то посадишь, я не буду их выводить туда. Ну, посмотрим. Хочется, конечно, хоть немножко чего-то посадить, но я практически не успеваю даже. Просто нет времени. И посадить, чтобы это пропало, тоже не хочется. Так. Анна, здравствуйте, Лила. Так, это я читала. Лида. Добрый вечер, Лила. Привет из Германии. Привет. Добрый вечер. Так, не боитесь, что они останутся? Так им нужен человек, который возьмет это в свои руки и быстро пошлет людей, засватают. Нет, я не боюсь, что они останутся. Останутся, значит, так суждено. Чтобы они пошли быстро засватали, это же они должны, по крайней мере, знать, куда идти, кого сватать. Так, Лида, я опять не успела начало эфира. Анна, спасибо большое за ответы на каждый вопрос. Не за что. Татьяна Костенко, этот творог в Ростовской области называется сюзьма. И очень вкусно у бабушки была корова, и она нам готовила. Сейчас можно купить на рынке. Я не знаю, мне даже, когда я даю вот первое молозиво, когда начинаю корову доить, мне и то бывает противно. Поесть я, в принципе, не смогла бы ни за что его съесть почему-то. Хотя, наверное, это очень полезно. Так, Диана, а почему пока не закончит колледж? Жениться можно когда угодно и работать, пока учится. Главное желание жениться. Да, можно, Диана, жениться, но вы знаете, когда он учится, он еще сам себя не обеспечивает. Он сам себя не обеспечивает. И женится, у него будет уже семья, ему надо будет семью обеспечивать. Я на сегодняшний день не хочу обеспечивать его и его невесту. Это я говорю вам вполне серьезно. Он учится очно, практически 1 день, 2 дня выходных, да, получается, не подряд, и устроиться куда-то на работу ему очень сложно и не получается, поэтому полностью его обеспечение на мне, а потом женится-то он тоже на девчонке, которая не будет работать, не будет зарабатывать, она же по-любому будет младше его, будет моложе, и что я просто не потяну. Если он будет работать, зарабатывать, обеспечивать, пожалуйста, пускай женится. А так, я не знаю. Я на себя эту ответственность просто не хочу брать. Если он сегодня сможет обеспечить себя и свою жену, пускай женится. Вероника, у нас в Грузии очень любят ингушей, несмотря на разные религии. Называют вас братьями. У вашего народа такое же отношение? Да, да. Ингуши тоже называют, не то что называют, считают братьями грузин, хотя, да, действительно, они другой религии, и очень хорошо относятся к ним. Ирина, чтобы жениться, нужны деньги и немалые, и содержать жену тоже нужны деньги. Да, я поэтому и говорю. Наталья, а чем вы отапливаетесь? Я живу в Сибири, и мне интересно. У нас газовое отопление. А если он сможет зарабатывать, пока учится? Ну, я и ответила до этого. Если он сможет обеспечить свою семью, свою жену и себя, пожалуйста, хоть сегодня пускай женится. Без вопросов. Пускай идет на работу, женится и обеспечивает свою жену. Старший издевается над младшим.
Без вопросов. Я же говорю, я просто не хочу брать такую ответственность, потому что м, у них получается сразу же новая семья. И у нас как? От того, что просто женились, еще бы ладно. У нас же получается много новых родственников. Ну, к ним нужно ездить на свадьбы, на похороны, а это деньги. Это, да, действительно немалые деньги. Не просто одна свадьба. Это и ее обеспечить, и его обеспечить. Там действительно очень много чего. Если он не работает, я просто не потяну их. У меня и так, сами знаете, что много чего. Поэтому пускай работает, зарабатывает и женится, я не против. Так, Тамаева. У грузин есть поговорка: будь хорошим человеком и молись где хочешь. Если человек верит в Бога, нет никакой разницы, какой он религии. Бог рассудит каждого. Алевтина. Пока Ибрашка учится, платит пенсию по потере кормильца. Так? Ну, это платит чисто ему на дорогу, получается. Да. Получает 12 тысяч. Фаина. Лела, скажите, по вашим законам младший брат может жениться раньше старшего брата? Не обязательно про ваших сыновей. Спасибо. Да, могут. Сейчас женятся и замуж выходят, и третьи, и четвертые. В принципе, раньше это, конечно, не делалось так. Сейчас, да. Диана. Если он захочет дальше учиться, сразу пойдет работать. Не знаю. Пускай работает, пускай женится. Я же говорю, если он будет обеспечивать свою жену, пускай работает. Это его жизнь. Не хочет учиться, пусть не учится. Но пошел жениться, да? Работайте сначала. Сначала работать пошел, да? Но все-таки профессия же ему нужна по-любому. Пускай отучится. И у него еще есть время, ему только 20 лет, куда ему торопиться жениться. Хотя в это время лучше бы, конечно, надо было и тех двоих женить. Может быть, сейчас уже просто с возрастом они не хотят жениться, наверное. Не знаю, девочки, не знаю. Если честно, я не знаю. Конечно, очень бы хотелось, чтобы они женились, чтобы они определились, и чтобы они женились не в том плане, чтобы мне была помощница, ни в коем случае. Просто я действительно хочу, чтобы при моей жизни они определились, чтобы они жили, чтобы они были счастливы. Дело не в том, чтобы мне была помощница. Поэтому я и говорю, я согласна, чтобы они женились и сами себе жили. На данный момент я могу себя обеспечить, что финансово, что по дому, что по хозяйству. Я еще в силе. И я только за, если они женятся и будут самостоятельно жить. Диана. Ибрагим, я, походу, тебе помогла. Беги. Разима. Я всегда говорю, что мой сын будет жениться 20 лет. Ну, например, сын моей заловки, который женится в следующей свадьбе, ему только 18 лет женится. Не знаю, я не хочу пока брать ответственность за невесту Ибрагима. А тебе зачем за нее ответственность брать? А кто за нее возьмет ответственность? Я? Ты за себя еще ответственность не берешь. Началось. Не началось. Началось. Вот тебе и ответ тут пишется. Главное, Жанна пишет, главное, чтобы у мужчины была ответственность и за себя, и за свою семью. Тогда-то он и найдет способ обеспечить всех. Вот. Так, Наталья, 9 мая, 78-я годовщина Победы. Ваш народ считает долгожителями. Если у вас живые ветераны войны, у нас остались буквально единицы. У нас тоже есть, но тоже единицы. 18 лет он работает. Ну да, работает. Так, Зарга, Логлед, вы приболели, голос хриплый или устали? Нет, я не устала, я не знаю, что-то охрип. Вчера вообще меня Ибрагим только
целый день смеялся с меня. Меня практически не было слышно. Это сегодня уже голос прорезался. Я не поняла, что это голосовые связки, что с ними. Вроде бы не простыла. Сегодня уже получше. Видите, вы даже сами его не поддерживаете в том, что он ответственен за себя. Вы таким образом занижаете его самооценку и желание делать что-то. Нет, я не занижаю его самооценку и желание делать что-то. Дело в том, что в принципе в его возрасте это еще не цель, чтобы цель жизни просто взять и жениться, мне кажется, по крайней мере. Пускай отучится, пускай уже после хотя бы отучится, если даже не пойдет на работу, уже действительно будет проще. Дело не в том, чтобы просто взять и жениться. Цель жизни жениться у него сейчас, что ли, на данный момент, по крайней мере, да, вот старшим это обязательно. Надо было бы сделать хотя бы лет по 5 тому назад, а у него есть еще время. И жениться, и быть за себя ответственным, и за невесту быть ответственным. А сейчас просто так жениться, и я не вижу в этом смысла, я говорю вам честно. Ну, если прям приперло ему жениться, конечно, мы его женим. Если уж вся цель его жизни именно жениться сейчас, 20 лет, когда ему еще учиться 2 года, то пожалуйста. Но мое мнение, я вам говорю, не скрывая, что на сегодняшний день мне не кажется, что у него есть необходимость в женитьбе. У него есть примеры, вон, старшие братья, которые не получили образование по тем или иным причинам. И что найти работу, в принципе, сложновато. Работу нужно искать такую тяжелую, по крайней мере, без образования. А так он учится в хорошем колледже, на хорошую профессию, никакой физической работы ему делать не надо. Вот пусть еще отучится 2 годика, если будет нормально отучится, работу ему найти будет совершенно несложно, даже не выходя из дома можно работать. Поэтому пускай, пожалуйста, и женится, и себя обеспечивает, ее обеспечивает, и я буду помогать. Ну а так, на данный момент я не вижу, что у него есть необходимость в женитьбе. Так, Умеда, здравствуйте, Лила, здравствуйте. Он еще маленький, пусть учится, да, София. Так, имя, ну вот, Лила, наконец-то могу смотреть твой прямой эфир в смартфон, временно не показывал. Я рада. Умеда, всем привет из Афганистана. Ух ты, ничего себе, из Афганистана у меня еще не было подписчицы. Как там у вас дела? Так, Любовь Куклина. Здравствуйте, Лила. Очень приятно вас слушать и смотреть. Здоровья вам и процветания. С наступающим Днем Победы. Привет из Москвы. Спасибо вам тоже. Вас тоже поздравляю. Нина Баскова. Лилочка, вы правильно осуждаете по поводу женитьбы сына. Спасибо, Нина, спасибо. Ну, не знаю, может быть, я и не права, но это мое мнение. Просто именно финансовые дела, именно деньги уже решают много, не то что решают, создают проблемы, когда после свадьбы. Если у него их нет, я их должна обеспечивать, а если у меня их не будет, например, уже потребности девочки бывают, ей много чего нужно будет, а уже когда и, в принципе, любой женщине, любой девушке, ей не интересно, есть они у вас или их нет, ей они нужны. И начинают уже на этом фоне, начинаются все-таки какие-то передряги, какие-то недовольства. Я это на своем примере тоже могу, я знаю, что говорю, по крайней мере. Поэтому пока я не готова брать ответственность и за него, и за его жену. И мне не кажется, что он сегодня прямо должен обязательно жениться. Вот за старших, да. Так, Мария Даудова, Лейла, у вас Ибрагим по своему желанию поступил в колледж? Да, он сам выбрал и профессию, и колледж. Мисрият Абакарова, добрый вечер, дорогая Лейла, добрый вечер. Правы 100%, спасибо, Анна.
Так, Умеда Лейла, мы сейчас в России, но афганцы вас уважают. Спасибо большое. Ирина Григорьевна, образование важно, успехов в учебе. Спасибо. Нина Баскова. Друзья, кто любит смотреть ролики Лелочки? Так. А вы все со мной согласны, действительно? Женить нам Ибрагима или все-таки продолжать ему учиться? Так, Ирина, я люблю. Ирина Гавришкина, конечно, любит. Она моя самая-самая такая, как я сказала, преданная подписчица. Вероника, Лейла, насколько развит в вашей республике туризм? Сколько красоты у вас? Приезжают ли туристы? Есть ли дресс-код для гостей республики, как в Чечне? Так, туризм у нас, конечно, развит не очень хорошо. Красоты у нас много, но туризм не очень развит. Дресс-кода у нас как такового, как я знаю, у нас нет. Ну, в принципе. А так не знаю. София пишет, обожаем смотреть ролики. Мария Даудова. А если ему в какой-то момент самому не понравится учиться, может, он разочаровался в середине учебы, и это было не то, что он ожидал? Ну, не знаю. Тебе нравится учиться? Или ты уже не хочешь учиться? А? У нас нет. В смысле, как у нас нет? У нас не то образование. Ну, он бы хотел бы выехать куда-то, но на это у меня У нет. нас ни одно образование в Ингушетии не может нравиться. Если ты хочешь учиться, то хоть где можно выучиться хорошо. Ты только учись. Это не значит, что у нас плохое образование именно в республике. Примеров много. Даже медицинские оканчивают, говорят, что у нас нет, но выезжает в Москву, и прекрасно они обучены здесь. Примеров много. Только желание учиться нужно. Белочка, Лейла Сердик Хелшин, как я рада видеть вас. Дукяхал, Белочка, я тебя тоже очень рада видеть. София, учиться, еще раз учиться, да. Так, а родители невесты. Так, Вокурибан, да? Вокурибан, наверное, да? А родители невесты помогают ей после свадьбы финансово? Ну, если помогают, то помогают. Когда как. Белочка пишет, всем доброго вечера, друзья. Азарган, пусть закончит учебу и сразу женить. Лейла, я горжусь ею и люблю смотреть и пересматривать. Спасибо, Лилочка, большое. Так, София Мистрия, добрый вечер. Так, Нина, друзья, все, кто смотрит ролик нашей любимой Лейлы, пожалуйста, ставьте лайки в конце просмотра ролика для того, чтобы был YouTube продвигал и зачитывал лайк. Спасибо, Ниночка, спасибо большое. Так, Данута, продолжать учиться Ибрагиму, я вас поддерживаю. Лейла, привет из Литвы. Спасибо большое, привет. Умеда, Лейла, мне очень нравятся ваши чеченские платья. Я ношу и хотела бы еще купить, но здесь нет. А у нас много девочек, которые торгуют. Надо посмотреть ролики и купить у них. Ирина, добрый вечер, Белочка. Так, Наталья Санкина, выезжали вы когда-нибудь за пределы своей республики и как давно это было? Ой, давно выезжала, конечно, я была в Москве, я была в Калинине, я была в Костроме, но это было давно. В Москве я была, сейчас, когда это было? Ну, наверное, лет 10 тому назад. Я была в Сочи. Белочка, София. Так, Манлена, очень люблю Лейлу и жду каждый ролик. Сегодня опоздала на стрим, начались полевые работы. Мисрият Абакарова, Белочка, София, добрый вечер. Мария Даудова, мой сын отчислился с колледжа, потому что ему не понравилось не учиться, а именно то, как учат. Он обучился сам и начал зарабатывать деньги больше тех учителей.
Ну, это хорошо. Имя Лейла Ибрагим открыто вряд ли скажет, ведь у нас прямо не говорят об этом. Да и Ибрагим, я думаю, постесняется сказать. Так, Лейла. Девочки, Ибрагим, надежда и опора для Лейла. Пусть получит хорошее образование, успеет еще жениться молодой. Женится. Пускай отучится сначала, а потом женится. Отучится, женится, поступит в высшее заведение за пределами, он очень хочет куда-то уехать. И, пожалуйста, пускай едет со своей невестой и учится дальше. А чего себе обо мне, да? Эфир вроде бы не мой. Ты что, это ники свои меняешь? Чтобы понятно было, что это я. Так, девочки, наверное, мы будем закругляться. Мне еще сегодня манты пить. Поэтому, наверное, почаще буду делать эфиры. Имя Лейла, ты мудрая женщина, как всегда. Спасибо. Татьяна, конечно, учиться. Зоя Катаева, ваши лайки, девочки. И Белочка Ибрагим, ты сегодня звезда эфира, да. Ольга, всем доброго вечера. Я стараюсь смотреть все ваши выпуски, много чего беру из ваших блюд, свое меню. Я влюблена в вашу кухню. Лилочка, желаю тебе продвижения твоего канала. Спасибо огромное. Оксана, это точно. Такое чувство, что в чате все невесты Ибрагима собрались. Ирина Галишка, дорогая Лилочка, спасибо за эфир. Спасибо, девочки, всем. Ну ладно, на этом сегодня закончим. Действительно. Я думала, что я до эфира много чего успею, но не успела. Поэтому придется эфир сейчас закончить. А то мы действительно к концу эфира так и сделаем, что женим Ибрагима. Главное, чтобы реально я не увидела. Еще раз огромное спасибо, девочки, мальчики, все, кто был на эфире. Я всем вам благодарна. Спасибо большое. И рада, что я хоть кому-то чем-то хоть помогла. Я рада, что я востребована вами, что вы ждете меня. Мне это очень дорогого стоит, как я всегда говорю. Я вам благодарна безмерно. Ну вот как-то так. Пойду работать. Закрывай, наверное. Спасибо вам еще раз. Желаю вам счастья, здоровья, удачи, терпения и всего хорошего.